Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней. В Казани завершился на этой неделе Шаляпинский фестиваль. Уже 31-й по счету. Аншлаг. Иначе и быть не могло. Билеты поступили в продажу еще в прошлом году и были раскуплены задолго до начала фестиваля. Для кого Акбарс, Рубин, Татнефть, Таиф или КамАЗ – бренды Татарстана. А для многих еще и Шаляпинский фестиваль. Нерукотворный памятник величайшему певцу. Как говорили во времена Шаляпина, в России 3 чуда – царь-колокол, царь-пушка и царь-бас. На этой неделе, 13 февраля, 140 лет со дня рождения Федора Шаляпина, царь-баса, нашего с вами земляка. Для Казани это особая дата, ее отмечают всегда. К сожалению, этот юбилей практически остался незамеченным в стране. Наши центральные каналы, которые ни за что не пропустят очередной юбилей Пугачевой или Киркорова, дружно проигнорировали это событие. Но не будем о грустном. Шаляпин жив в сердцах потомков, особенно у себя на родине. По шаляпинским местам прошлась на этой неделе Маргарита Петрова. Шаляпина потомкам не забыть, высокий, с бархатистым тембром бас. Мир покорил и красотой потряс. Куда чаще, чем стихи, здесь звучат призывные лозунги. У единственного в мире памятника Федору Шаляпину проходят митинги, демонстрации. Лишь раз в год, 13 февраля, собираются те, кто неравнодушен к земляку. Так говорят одни с гордостью, бесподобному, добавляют другие с нежностью. Как он может мне нравиться? По-моему, Шаляпин, Федор Иванович Шаляпин – это наша гордость, это богатство России, не только России, а всего мира. Этот человек достоин светлой памяти, чтобы его помнили, чтобы его знали, чтобы его произведения, исполненные им, слушались и на сегодняшний день, чтобы молодое поколение, в лице нас, конечно же, было известно с этой личностью. И так, как минимум несколько сотен человек. Это Казанский клуб любителей творчества Федора Шаляпина. Пол участников в основном женский, возраст средний и старше. Активисты клуба 22 года подряд заказывают поминальную службу. Всегда в Богоявленском соборе Казани. Здесь крестили их любимца. Есть легенда, что мальчик сильно и много плакал. Батюшка предположил, наверное, будет певцом. О единого Бога Отца, Вседержителя, Варханевой земли. Петь не только в свое удовольствие Федя попробовал в возрасте 9 лет. Это было в церкви Сошествия Святого Духа. Сначала бесплатно, но вскоре начал получать и зарплату – 1,5 рубля в месяц. В последние годы казанцы ходили в этот храм, чтобы смотреть представление театра кукол. Сейчас над куполом здания вновь сверкает крест. Идет ремонт. А через дорогу от здания церкви было имение, в котором находилось училище. Его Федя Шаляпин окончил с почетной грамотой. А вот из начальной школы его выгнали за ненадлежащее поведение. Говорят, что будущий певец на заднем дворе целовался со знакомой девчонкой. И это был не единственный раз, когда он пострадал за любовь. Здесь же, в Суконной Слободе, в возрасте 12 лет, он боролся за благосклонность красавицы, без ума от которой были все окрестные мальчишки. Бой был на деревянных шпагах. Шаляпин получил удар по голове. Спустя годы, ближе к концу жизни, на этом месте образовалась опухоль. Певец шутил. Это ему награда за любвеобильность. Очи черные, очи жгучие, очи красные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела я его. Статный, высокий, красавец. Он пользовался успехом у женщин. Женат был дважды, а влюблен постоянно. Еще Шаляпин был человеком глубоко верующим и очень любил духовную музыку. Певец вспоминал, как в 1885 году славили Кирилла и Мефодия. Во всеночной участвовали 3 хора. С правой стороны у клироса стоял академический хор, с той стороны слева семинарский, а наверху там у купола буквально на хорах пели мальчики архиерейского хора. И вот там стоял Федор Шаляпин, и вместе с другими хористами ему казалось, что душа его оторвалась от тела и парит где-то там под сводами высокого храма. Голос юного Шаляпина звучал в большинстве храмов Казани. Певец считал, те, кто приходит на службу, в первую очередь привлекают именно духовные песнопения. А сам впервые он услышал их случайно. Катался на одном коньке, пара стоила дорого, замерз и открыл двери храма, где шла служба.
«Служба». Это было на нынешней улице Московской. Примерно на этом месте был дом известного в городе каретника Зиганши Усманова. Именно здесь, в небольшой комнате над кузницей, жили Шаляпины. И вот здесь, сквозь щели в полу, я слышал, как бьет кузнец по железу и по наковальне. Кузнец молодой татарин. Он не пил вина, но очень красиво пел песни и поощрял Федора к пению. Говорил: «Валяй, Федя, пой, на душе легче будет». Будучи хористом, некоторое время певец жил в братских келях Спасо-Преображенского монастыря, где также работал служкой. Его комната была 2 на 2 метра. Всего же с именем Шаляпина в Казани связано около 50 адресов. Это дома, где был гостем, и те, где жили его знакомые. Впрочем, и сами Шаляпины неоднократно меняли место жительства, искали где дешевле. Так попали и в деревню Аметьево. Тогда это было в 2 верстах от города. На место службы мальчик ходил пешком. А это уже родовое гнездо, Пушкина 10. Федя в семье крестьян Ивана и Евдокии был 3-м ребенком. Старшие дети умерли в детстве от скарлатины. Когда-то мы сюда заходили, мы попадали в 19 век. Все здесь было абсолютно, это кусок истории был. А здесь рядышком находятся дома, связанные с именем Алексея Максимовича Горького. А вот здесь родился Федор Иванович Шаляпин. Эта усадьба принадлежала торговцу железным товаром Павлу Лисицыну. Мальчик часто был у него в гостях. Сейчас внутри здания как русская рулетка. Что раньше? Провалится пол или упадет потолок? Дом пошел трещинами. Свою крышу он потерял лет 10 назад. А так выглядел в 19 веке. Это 1912 год, и сам Федор Шаляпин на фоне деревянного пристроя, который сейчас уже разрушен. Именно в нем певец появился на свет. Я понимаю, бери камеру, раз туда, сядь в машину. Давай я по-хорошему. Ты оператора не трогай моего. Нет, я его не трогаю, пусть сядь в машину. Не трогай моего. Пусть повернет туда. Понятно, да, все? Поверни туда камеру. Мы же общаемся. Любопытствующих здесь встречают неохотно. По некоторым данным, здание было куплено, чтобы построить в его дворе офисный центр. Судьбу дома решают в 2 судах. А когда-то были планы открыть здесь музей. В Казани хранится уникальная коллекция личных вещей артиста. В своей гастроли обычно присылал письма с рисунками, с удивительными надписями. И вот здесь вы можете это все посмотреть, прочитать. Вот, дорогая моя дочка моя, люди, посмотри. Вот, пожалуйста, какая дочка у бабули. У Шаляпина было 11 детей. Как писал певец, своих и чужих. Один из сыновей, Борис, стал художником. Это из его ранних рисунков. Но большинство шаляпинских раритетов скрыто от глаз зрителей. Музей Горького, в котором они экспонировались, сейчас на реконструкции. В честь юбилея часть сокровищ выставили в Национальном музее республики. В Казани Федор Шаляпин прожил 17 лет. Потом были и Большой, и Мариинский театр, и за граница. Его выступление в миланском Ла Скала в 1901 году стало сенсацией, как и этот фильм для российских почитателей. 1933 год. Дон Кихот, производство Франции. А на родине Шаляпина-эмигранта считали предателем и даже лишили звания народного артиста республики. Это уже после того, как Жюль Масне специально для русского баса написал оперу. С образом Идальго артист не расставался 20 лет. Вчера Дон Кихота впервые показали и в Казани. Премьера же этого спектакля состоялась в Мариинском театре в декабре. Скажем, Дон Кихот Масне написано в расчете на по-настоящему крупного, потрясающего исполнителя. Надо просто находить такого исполнителя. Но в опере есть все. Есть мелодии, есть шикарные оркестровые краски. Хор огромную роль играет. Вот, есть простор для движения на сцене. Вот, и какой-то настоящий испанский колорит. Федор Шаляпин справлялся с любой ролью, впитывал в себя и знания, и манеры. Крестьянский сын, известно, что его мать даже не умела читать, стал образованнейшим человеком века. Среди его друзей были Горький, Станиславский, Дягилев, Рахманинов. Кстати, это был единственный дирижер, чей профессионализм Федор Иванович ценил особо. Сергей Васильевич отвечал тем же. В день смерти Шаляпина он сказал, что для будущих поколений Шаляпин станет легендой. Так оно и случилось. И место Шаляпина на оперной сцене не занято. Не занято. Это абсолютно точно.
Так и в сердце Федора Шаляпина место Казани осталось незанятым. Ее он называл прекраснейшим из городов мира. Хотел, чтобы на Волге покоился его прах. Но похоронили певца там, где скончался, в Париже в возрасте 65 лет. Было это в 1938 году. А в 1984-м его перезахоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Маргарита Петрова, Андрей Мохов, Андрей Корсинский. 7 дней.